На, давай. Кушай. Ну, хулиган. У них нет мамаши, не смотрят. Но мамаши вот родили ее, все, оставили, удрали. Что у людей, что у скотины одинаково. Такая судьба. Есть люди живут, которые знанием ума, а есть люди, которые мудростью души живут. Вот как раз Зинаида Ивановна, она живет мудростью души. Она полностью выполняет то, для чего пришла. У каждого человека есть программа определенной жизни. Он с ней рождается уже. Программа – это, да, судьба для общего понимания людей, но есть определенный коридор, за пределы которого мы не можем выйти. Но для нашего сознания этот коридор является бесконечным вариантом. Там бесконечное число вариантов событий и так далее и тому подобное. Но он есть все-таки. И поэтому, если у человека предназначение одно, а он наперекор бывает идет, и его ломает жизнь, он не понимает, почему это происходит. А его просто ставят на его дорогу, которую он должен идти. Аля, Миша, Аля. Тихонько веди. Снимай, сейчас я прошу. Приходи, присаживайся. Как дела? Рассказывай. Какие изменения были, не было? Ну, как все налаживается в жизни. Все получилось. Моя жизнь стала счастливее. По неосторожности можно и самому не понять, допустим. Ну вот поэтому я говорил уже, что нужно быть очень внимательным. Я вот спрашиваю постоянно во время сеансов, что люди видят или чувствуют. У тебя я не спрашивал. Ты вот видела, чувствовала что-то? Просто ведь очень многие не верят, да, например, если это вот кому-то рассказывать, 10 раз подумаешь, рассказать вот это или нет. Мне было до того плохо, у меня такая была истерика, у меня слезы, у меня вот, и, не знаю, по мне как будто кто-то ползает из меня, как будто что-то выходит, это вот такие вот были ощущения. И у меня на тот момент было 3 человека в голове. Ну, была моя тетя, что как будто вот это все она на меня навела. Была в голове моя мама. Мне очень хотелось ей рассказать, мам, да ты, ну, как бы представляешь вот это вот все, ты представляешь, это она, и даже бы вот, ну, не могли никогда подумать, что вот, ну, такое вообще может произойти. Обычно родственники родственников уничтожают. Должна сказать, что у брата после этого налаживается жизнь тоже. На вопрос, кто я еще не ответил. Кто-то меня называет целителем, кто-то видящим. Я, допустим, сталкивался с каким-то человеком. Это я сейчас уже понимаю сейчас, что я видел его будущее. А я думал, что это моя фантазия. И не понимал, что остальные также не видят. Я думал, что все так же, что это в порядке вещей. Видел спонтанно. Я не понимал, что происходит. Теперь, если я хочу видеть, я вижу. Если я не делаю запрос,
мне эта информация не пойдет. Я не лезу к людям. Либо тут рябина, орешник. Паримся в бане и пьем чай из этих. Либо чистит сосудистые системы, сосуды, кровеносные сосуды. Рябина чистит, ну, частично от глистов, выгоняет глисты. Дуб еще есть. Дуб укрепляет иммунную систему. Орешник чистит тоже сосудистую систему. Чисто сосудистую систему. И эту головной мозг и давление нормализует. Вот на запас я всегда держу. Нет, не верили ведь в это до этого. Я что, специалистом работала, агроном. Дети маленькие были, за фермой работала 4 года, наверное. Потом и в школе успела поработать. Потом и бухгалтерии, экономистом, бухгалтером, экономистом. Там такого не говорили, не преподавали. Мы были пионерами, октябрятами, пионерами, комсомольцами. Какие-то сказки, кто будет верить. Мама, бабушка, они не занимались этим. Бабушка была стойкой коммунисткой. Она воевала с белыми. А мама была простой колхозницей. Работала в бригаде. И, ну, деревенскую магию, как все женщины знала, а чтобы конкретно травы она не знала. Ну вот то, что там от поноса, от этого, ну видите, это они, все деревенские женщины знают. Я сюда езжу по возможности, но стараюсь как можно чаще приезжать. Зинаида Ивановна, конечно, живет в труднодоступном месте, в нескольких километрах от деревни. Она ведет отшельнический образ жизни. Она подобна к монахам, которые уходят в скит. Ну что, начнем. Так, куда сядешь? Здесь, наверное, было. Здесь будешь. Посмотри. Можно напротив сесть. Туда сядешь.
Тут узко, конечно, ну ладно. Ладно. Такой толстый. Этот целитель будет вас лечить. Начнем. Все, глаза закрыли. Как обычно, вылетаешь и смотришь причину. Я подключусь. Там головы, посмотри, центр головы, клетка должна быть светящаяся. Темных петель не должно быть. Вот, позвоночник подниматься, повыше позвоночника, в самом центре голова. Нашел? Ага. Вот этой клеткой сделай каналы к легким печени. Сделал. Это просто справочная работа. Мы вместе не работаем. У нас разные методики, мы не можем перекрещиваться. Сила нормальная, дар тоже наследственный. Больше ничего не могу сказать. Нельзя. Он в пределах своей ступени все знает. Ну, теперь смотри, как идет, не идет восстановление органов. Легкие, печень, лимфоузлов, рассасывание. Все нормальная история. Все, Ага. можно открыть глаза. Я думаю, что на работе это сделали. Ну, у меня информация Такая, кучлевая да, женщина. да, она это круглолицая, Да. такое грубые черты лица, припухлость губ. Еще мне информация такая пришла, что там был мужчина рядом, всегда находился, и потом мертвого показали мужчину. Вот такая информация шла. Как бы Она тут, эта подключение женщина, к миру мертвых сделали. она тут была, стояла она. Да? Давай, брай. Замерзла. Замерзла так. Во сне увидишь. М? Во сне увидишь. Женщину? Везде бывают ошибки. Они могут приехать, обратиться поздно, когда уже стоят двумя ногами на могиле. Я не отказываю, я просто чистку каналов делаю и
чтобы они легко умирали и могли спокойно прожить оставшуюся жизнь. У нас у марийцев двойная вера. Мы верим и в православных богов, и в языческих богов. Потому что главный наш Бог, белый Бог, это Отец Иисус Христа считается. Если ты в энергетике Бога, никто тебя не собьет. Ну, переболеешь немного, но зато что-то поймешь, но жить будешь. Хорошо сделали. То, что она лечит, я знаю. Тут много случаев было. Раньше во время уборки, перед уборкой председатель колхоза привозили пьющих комбайнеров. И этих комбайнеров головой туда совали, ключ, прорубь, ну, в эту. И они до конца уборки не пили. Вот, психболезни лечились тут. Психбольные приезжали и шизофреников в основном, эпилептики. Они обливались водой, пили эту воду, и болезнь проходила. Это, ну, говорят, народ говорит, что такие болезни тут лечились постоянно. То, что комбайнеров привозили, это я сама помню. Было это. Ну, энергетический рисунок меняется. Мы ведь с энергией работаем, с тонкими телами. Он меняется. Обычно, когда идет выздоровление, он стает светлее. С Москвы приезжала женщина, она тут жила и про нашу жизнь описала все. Даже кошек нарисовали. Ну, без кошек как? Ну вот даже по картинкам все понятно здесь. Ну, детская сказка. Но у нас ведь все через сказки людям объясняется. Самые взрослые смыслы даже в сказках закладываются. Вот это вот. Наверное. Эта девочка с вами летит. Угу. Да? Да, наверное. Она тоже видящая, нет? Писательница. Нет. Нет?
Видит, но не так. Эти не видит. Болезнь дается, чтобы человек осознал и принял какие-то меры для изменения своего отношения к окружающим, к себе и к природе, как к живым. Ну, все ведь живое, и мы должны измениться, изменить свое отношение. Человек какую-то мысль пустил, что охоту, надоело все, хочу умереть. И все, она пошла, программа пошла. Канал жизни закрылся, и там идет уже запрос, чтобы за ним пришли. Мысль всегда материальна. Мы все программы ставим на будущее. Да. Поэтому никогда не надо говорить, что надоело жить. Всякий червяк, даже такой малюсенький червяк, и то, когда его лопатой нёшь, так он как извивается, не хочет ему умирать. Сколько дано, столько надо жить. Вот такое. Вот это накануне ко мне тоже обратились все с людьми. Сказали, мне нужно поработать. Ну, тут такая ситуация. Ко мне обратились, сказали, что у нас хотят убрать человека с работы. Вот этого убрать хотят. Вот этого поставили начальником ему, чтобы он его убирал. И на место него он хочет вот этого поставить, своего человека. Это сплошь и рядом сейчас. Это начальник. Ой, это ведь канал хороший. Да? Он перспективный очень. Да. Он причем по совести живет. Канал широкий. Это бывшие бандюки из 90-х. Это вообще чернота. Вот этот уже алкоголик вообще конкретный. Это начальник охраны, он подставляет его. Это, по бизнесу. Там помогает, они все в завязке. Ну, этот боится уже, его там прижали. Так этот, он недолго даже проживет. Да, у него уже печень, там все, органы внутренние. Это тоже этот знак смерти выступает. На этого информация идет, что уголовное дело заведут. Вот этот еще сколько-то проработает. Не займет, замнут, ничего не сделать. Там своих не выдает. Это даже с депутатами связано как-то. Ну и что? Он умрет, там это недолго прошло. Есть силы тьмы, есть силы света. Вот между ними имеется война. Колдуны – это сила тьмы. Маги, они занимают промежуточное положение. Тут они и так, и это. А кто занимается сенсорикой, они силы света. Но это фантастика, да, потому что она не видна. Если не верить, то никакое это не пристанет человеку. Просто не верить, и все. Нет этого, и все. Нет этого. Нет колдовства, нет целительства. Быть нейтральным – самое лучшее.